Якутские студенты участвуют в первом дальневосточном спортивном фестивале под названием «Новое поколение». Крупное мероприятие проходит в городе Хабаровске. Наряду с китайской, японской, северокорейской делегацией там соревнуются 42 якутских студента Северо-Восточного федерального университета. Состязания организованы по 5 видам спорта. Это волейбол, баскетбол, плавание, настольный теннис и дзюдо. Передает наш собственный корреспондент в Хабаровске Стас Михайлов. Открылся первый фестиваль студентов Азии парадом студенческих команд. Всего в соревнованиях принимают участие 1500 студентов из дальневосточных вузов и стран АТР. Одну из самых больших сборных представляет команда из Якутии. В программе фестиваля соревнования по 5 олимпийским видам спорта – плавание, дзюдо, настольный теннис, волейбол и баскетбол, а также показательные выступления по 12 видам спорта молодежной субкультуры, фитнес-конвенция и научно-практическая конференция. В первую очередь данное мероприятие призвано стать площадкой для общения студентов разных культур и стран, а также пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. Оргкомитет фестиваля не раз подчеркивал, что за образец ими были взяты международные спортивные игры «Дети Азии». Если Республика Саха-Якутия взяла на себя ответственность, так скажем, за детей, то мы постараемся поддержать тот уровень, который задает Якутская республика, и проводить уже такие мероприятия на уровне молодежи. Сразу после церемонии открытия начались основные соревнования по волейболу, баскетболу, настольному теннису, а также заплывы пловцов. Ребята из Якутии принимают участие во всех основных мероприятиях. Настрой перед соревнованиями исключительно боевой. Готовились, получается, с начала как учебного года, то есть максимальной тренировки, то есть максимально тренировочный режим, чтобы добиться желаемых результатов по окончанию этих соревнований. Приехали мы сюда только за победой. И действительно, мужская сборная команда по волейболу СВФУ с первой встречи взяла высокий темп, обойдя хозяев фестиваля хабаровчан. В первой встрече команду Тихоокеанского госуниверситета и во второй напряженной игре команду Академии экономики и права, играющую в первой лиге. Впереди их ожидает не менее напряженная встреча за первенство со сборной Китая. Девушкам-волейболисткам, напротив, в играх с хозяевами повезло меньше. Они уступили с минимальным разрывом в счете в 2 играх хабаровским вузам. Теперь их ждет встреча за 3-е место с китайской сборной. Поддержать земляков на большинство игр приходят студенты-якутяне, обучающиеся в Хабаровске. Пришли поболеть за наших землячек, получается, которые пришли поиграть вот в это соревнование. Вот со всей силой болеем за свою команду. Помимо основных соревнований в рамках фестиваля проходят и другие культурные и молодежные мероприятия. Например, мастер-классы и показательные выступления субкультур. Выступления представителей гиревого спорта, открывших этот фестиваль, привлекли массу зрителей. Особое восхищение вызывает то, с какой легкостью спортсмены жонглируют 24-килограммовыми гирями. Если спортом будешь заниматься, будешь здоровее, лучше себя чувствовать. Люди смотрят и тоже начнут к этому тянуться. Сейчас у меня большинство друзей все курят и все. А может быть после этого кто-то одумается и начнет спортом заниматься. Возвращаясь к спортивным состязаниям, стоит сказать, что сильнейшими сборными на фестивале стали сборные Китая и КНДР. Первые места в командном зачете по плаванию, настольном теннисе разделяют именно они. Мы приехали с Китая, с плаванием, с масмером. Сюда за плавание, соревнования очень получили хорошие. И вообще с русским дружба всегда будет. Благодаря, что русские хорошо нас приемник сделали. И наша команда отлично. Здесь сказать, что вообще еще будем приехать. В индивидуальном зачете в плавании брасом на различные дистанции не было равных Анне Паниной, магистрантке СВФУ, принесшей 3 золотые медали в общую копилку сборной Якутии. Все спортсмены очень сильные, очень достойные, и вся вот эта атмосфера меня прям заряжает, поэтому было вообще замечательно. Также отличных результатов добились теннисисты. За бронзу среди учебных заведений, пропустив вперед лишь Китай и Корею, соревновались СВФУ и Чурапчинский институт физической культуры. В итоге бронза ушла в Чурапчу. Что касается дзюдо, равных японцам в этой дисциплине нет. Лишь некоторые представители из Китая и сборных ДФО могут составить им конкуренцию на этих студенческих соревнованиях. На это есть свои причины. Они начинают заниматься с раннего возраста, с 4-6 лет. То есть идет
весь тренировочный процесс до, конечно, студенчества. И, то есть, если студент, скажем, спортсмен не попадает в основной состав сборной страны своей, то есть он дальше продолжает или в тренерской работе себя, или уходит уже, скажем, ну, в какой-то другой области себя находит. Соревнования подходят к концу, остаются финальные встречи и подведение итогов. Уже можно смело сказать, что студенты из Якутии достойно представили республику на этом фестивале. Я благодарен, конечно,